Мне очень хочется рассказать сегодня о нашем медресе, о том, сколько труда, сколько нервов вложили все те, кто пробивал и реализовывал этот проект. Скольким детям этот проект должен, просто обязан дать в жизни путеводный свет. Для скольких родителей он станет единственной возможностью повлиять на судьбы и будущее их детей, превратившись в нескончаемом потоке жизненных коллизий в ковчег духовности и веры. Ведь каждый этап строительства давался настолько тяжело, что иногда опускались руки. Хотелось заняться чем-то обыденным, более благодарным, хотя бы тем же бизнесом, что покормит и семью, и себя. Но возможность протянуть руку помощи, выполняя заветы Всевышнего, давали нам все новые и новые силы, порой удивляя нас самих. Воистину, строительство этого медресе сродни сооружению Ноем спасительного ковчега. «И сказал Всевышний: если ты спас хотя бы одного человека, ты сделал благое дело, как если б ты спас все человечество. Если ты убил невинную душу, ты сотворил грех, как если бы уничтожил все человечество. И разве не стоит благородная цель спасения душ детей в этом водовороте жизни, тех трудов и мытарств, перенесенных всеми теми, кто возводил этот медресе?» Но не это явилось причиной
толкнувший меня на создание представленного фильма. Причина, к сожалению, гораздо глубже и гораздо шире. И причина – это проблема нашей молодежи. Именно мы с вами, то есть все общество, породило эту животрепещущую проблему современности. Молодежь. Может ли она выборочно быть хорошей или плохой, в зависимости от места, где проживает, от нации, которую представляет, или от веры, в которой привержена? Молодежь, она везде одинаковая. Молодежь, она прекрасна. Молодежь, она будущее нашей страны, будущее нашей республики. Это учебное заведение ничем не отличается от других учебных заведений, работающих по системе школы-интернат. Дети также неохотно просыпаются по утрам, заправляют свои постели, убирают свои комнаты и убираются в медресе. Знаю, любит нас Аллах, и Коран так говорит: вы не бойтесь, малыши, Он всегда вас защитит. Вы не бойтесь, малыши, Он всегда вас защитит. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Чиновник и мулла просят каждый день в трудах, чтоб, малыш, ты в жизни смог делать, что велит Аллах. Чтоб, малыш, ты в жизни смог делать, что велит Аллах. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Необходимо отметить, что подобный порядок и чистота являются обыденным и ежедневным. Ты его благодари, и за все эти дары ты его благодари. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Нас Аллах любит. Конечно же, когда я слышу где-то религиозное искажение, когда я слышу что-то плохое о религии, когда я слышу что-то плохое о молодежи, конечно, я всегда нервничаю, думаю. لا إله إلا الله محمد
Так что же влечет этих ребят к своей школе, медресе, со сложным для молодых людей распорядком дня, с повышенными требованиями, как со стороны преподавателей и воспитателей, так и по отношению к самому себе? Вера, духовное единение с Творцом, осознание на уровне предчувствия необходимости религиозного развития заставляет детей, преодолевая всепоглощающий соблазн современного мира, повышать религиозную грамотность. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. Посредством массовой информации всегда передают, где-то кого-то взорвали, где-то кого-то за что-то убили. И все же существует в нашем регионе религиозная неграмотность. Люди неграмотны, молодежь неграмотна. Вот поэтому я всегда задумываюсь и задаюсь вопросом, как же помочь, все-таки как же помочь нашему подрастающему поколению, что сделать будущему наших народов. Пришел к мнению, надо заниматься образованием, надо заниматься нашей молодежью. Я не говорю, я единственный человек,
который думает об этом, заботится об этом. Нет. Все-таки, занимаясь нашей молодежью, мы думаем о своем будущем. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Разве не религиозное невежество толкает молодых людей на край пропасти жизни, на край нравственности, на край человечности? Уже как-то не верится, что красота в той ее форме, в которой мы ее сегодня понимаем и воспринимаем, способна спасти мир. Именно это сознание даже на таком тонком уровне, как детское предчувствие, заставляет детей искать и находить спасительное пристанище в подобных ковчегах духовности и веры, как этот медресе. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Амин. Молодой человек, которому исполнилось 17-18 лет, идет на явную смерть. На явную смерть. По каким убеждениям? По каким принципам? На сегодняшний день мы наблюдаем, как молодые ребята становятся наркоманами. На сегодняшний день мы наблюдаем, как в школах ученик 6 класса, распивая спиртные напитки, курят. И все это любого человека с верой в сердце эти мысли пугают и мучают. Я поэтому решил, как бы надо заниматься детьми со школьной скамьи. Если человеку исполняется 30 лет, зрелый возраст, он уже может сам постоять за себя, сам решить все за себя. Конечно, его не переубедить. Вот взять характер человека и изменить это невозможно. Ибо пророку, алейхиссалату вассалам, да будет доволен им Аллах, говорил: если услышите, что гора сдвинулась с места, можно поверить. А если услышите, что человек поменял свой характер, не надо верить. Вот поэтому зрелого человека, когда он уже с поставленным характером, невозможно поменять его характер. А человек, когда еще не созрел, он еще как бы молодой, его как бы можно легко переубедить. Надо ставить фундамент, азы ислама, азы веры. Вера спасет человека. Когда-то говорили, красота спасет мир. А сейчас мы говорим, религия,
вера во Всевышнего нашего Творца спасет мир. Вот поэтому закладывать фундамент с юного возраста, конечно же, мы добьемся больших успехов. Мы все одинаковы перед Творцом. Мы все друг другу братья. Господь наш даровал нам жизнь, даровал нам пищу и, самое главное, возможность познания самого Творца через Его наставления и Его учения, ниспосланные через пророков. تفصيل 25 نزيل كل مكلف فحق واغتني هم آدم إدريس نوح هود ماع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليساع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى ومحمد خاتم الأنبياء تفصيل 25 Вот основная идея, которая внушается здесь молодому человеку. Вот та красная нить, что идет через весь путь учебного процесса медресе, и которая превратится в спасительную веру во Всевышнего Творца в дальнейшей жизни выпускника медресе. Ибо воистину мы рождены верующими и должны быть таковыми во имя Всевышнего Творца и ради себя. Условия медресе, как вы видите, созданы таким образом, что во всем чувствуется уважение. Уважение по бару к детям, которые они будут кормить, уважение детей ко взрослым, что позволяет им получать религиозные знания, уважение и тех, и других к своему труду. Ибо весь этот клубок связи во имя Всевышнего и ради своего будущего. Человек, когда рождается, они все рождаются верующими. Дети – это ангелы своего рода. «Ма мин маулидин илля юляду фаабаваху юхаввидани ва юнассирани». Наш пророк, наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: любой ребенок, когда рождается, он рождается мусульманином. То есть, что означает мусульманин? Покорным Всевышнему Аллаху, верующим он рождается. А после, когда его родители наркоманы, они превратят своего ребенка в наркомана. Если воры, они превратят его в вора. Если покорные мусульмане, они его оставят мусульманином, покорным Всевышнему Аллаху Та'ала. Сегодня, когда во главу угла ставятся материальные блага, которые абсолютно не предусматривают какое-либо совместное бытие с духовностью, с верой и терпимостью, человек остается абсолютно незащищенным перед соблазнами утопающего в фальшивом блеске этого мира. Духовная опустошенность напрочь стирает грань между человечностью и звериной несдержанностью друг к другу. Один человек убил другого. В основном молодые убивают друг друга. Нет терпения. Если один другому как бы обратился матом, тот обращается с ножом.
человек без веры. Если бы была бы вера, «Афзалюль имана анта'лям анна Аллаха маака хайсума кунта», садака Расулуллах. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорил, самая большая вера, иман в том, который, когда остается сам собой и знает, что Аллах над ним. Вот у него иман. Истинное предначертание школ, подобных этому медресе, указывает путь, определенный самим Всевышним Творцом, как путь к спасению, как путь к духовному величию. И чем подробнее опишет приметы этого пути, его условности и безусловности, тем с большей убежденностью, а значит и с большей верой в душе, ребенок направляется по прямому пути божественной истины. Для развития в детях чувства сопричастности и единства с окружающим миром медресе проводит так называемые выездные конкурсные дни на природе. На этот раз местом отдыха и учебы для детей выбран красивейший уголок Кавказа Архыз. Уже по пути следствия дети видят красоту окружающего мира, причем через призму религии, то есть как великолепие, созданное Творцом для их же блага. Дети с удовольствием отмечали, что кто б ни встречался на их пути, встречали их приветливо и доброжелательно. Хозяин этого уютного кафе пригласил всех участников вояжа и угостил вкусным завтраком, причем совершенно бесплатно. Все участники с удовольствием отведали предложенных явств и продолжили свое увлекательное путешествие. И вот уже долгожданный Архыз, высокогорный туристический поселок, совершенно забыв об усталости пути, дети бросились обозревать окрестности, достойные внимания любого человека. Веселое перетягивание каната проходило под пристальным взглядом братьев Темрезовых, обладателей всевозможных регалий по вольной борьбе. Они же и вручили ценные призы победителям этих увлекательных соревнований. А на кухне вовсю кипела работа, где всем воспитанникам медресе готовился вкуснейший традиционный шашлык из мяса карачаевской барашки. Хозяйкам кухни, поварам медресе помогали друзья директора медресе, преподаватели, всем миром создавая ту атмосферу для детей, которая позволит сделать учебный процесс более усвояемым и через отдых, и через игры, и через вкусную пищу. Особенно детям понравился конкурс религиозных песнопений в исполнении всех желающих. А желающими были практически все.
Следующее утро началось, как и предполагалось, с тяжелого подъема. Всем хотелось спать после активного, насыщенного предшествующего дня. Но распорядок тоже свят, как и учеба. Строгие, но уважаемые преподаватели и директор медресе лично проводили утреннюю зарядку, сами непосредственно с удовольствием участвуя в ней. И после непременного завтрака провели большой конкурс медресе. То, ради чего, кстати, и был организован выезд на природу. Все дети демонстрировали свои знания и умения, полученные в течение учебного года в медресе. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. Отметим, что волнение и переживания были сродни экзамену. Более того, когда членами жюри являются прославленные спортсмены, чемпионы мира, Европы и иных международных и российских турниров по вольной борьбе, братья Тимрезовы, конечно же, удваивается и волнение, и желание показать все, чему они научились в медресе. Все справились с конкурсным заданием на отлично, а лучшие из лучших получили призы из рук прославленных спортсменов, а также похвалу из уст строгого директора по вожделению, не уступающим лучшим призам.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Воистину велик Аллах, щедр и милосерден творением своим. Ислам существует со времен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ислам происходит от слова салам, мир. Это религия мира и любви. Это религия уважения. Есть ислам, есть религия, есть не ислам, не религиозный человек. Есть религиозный человек, одно убеждение, один Творец, человек верит в одного Творца, человек чтит одного пророка, дает уважение остальным пророкам. Ведь наша религия, она как бы безвыходных ситуаций в нашей религии нет и не должно быть. Как бы сказать, что религия, она какая-то ограниченная, нет, она не ограниченная, она бесконечная, ибо Всевышний Аллаху Та'ала, у Всевышнего нашего Творца, Всевышнего Аллаху Та'ала нет ни начала, ни конца. Это медресе как раз и пытается разжечь в детях искорку божественности, духовности, веры, терпимости друг к другу, уважения к окружающему их миру. Ту искорку, через которую ребенок осознанно ощущает свою сопричастность и к творению, и к Творцу. Быть воспитанником медресе не означает навести какой-то ущерб светскому образованию. Наоборот, религиозное образование дополняет светское образование. Дети также ходят в общеобразовательную школу. Наставники тщательно проверяют, как одеты их подопечные, как они себя ведут, как вовремя направляются в школу. Ведь, будучи приверженцами ислама, и взрослые, и наставники, и их воспитанники понимают, что ислам является фундаментом не только духовного воспитания человека, но и его научного познания, причем во всех областях науки и жизни. Все воспитанники медресе, начиная изучать Коран, убеждаются, что сам Всевышний Аллах в Коране дает научное обоснование всех явлений и всего сущего, что доказывает, мы все должны быть приверженцами веры, приверженцами ислама, то есть покорными Богу. Я вот всегда боялся этого и боюсь, когда люди начинают делить, верующие разделяют себя от себя. Получается, как бы сторонники, приверженцы традиционного ислама, приверженцы нетрадиционного ислама. Вот этого не должно быть. Ислам, он один. Религия, она одна. Вера, она одна. Мы должны все быть приверженцами веры, приверженцами ислама, приверженцами религии. Вера не имеет национальности. Какой же национальности был пророк Адам, алейхиссалату вассалам? Кто скажет? Да никто не скажет, ибо у него не было национальности. Он был человеком, первым человеком на земле и без национальности. Вот поэтому все люди на земле, мы не должны делиться по национальным признакам. Пророк, алейхиссалату вассалам,
говорил: Всевышний Аллаху Та'ала не смотрит на вашу внешность. Всевышний Аллаху Та'ала не смотрит на вашу силу, а Всевышний Аллаху Та'ала ценит вас и смотрит на ваши намерения и на вашу веру. Если у нас намерение чистое, если у нас помыслы чистые, если у нас вера чистая, Аллаху Та'ала будет ценить нашу веру и наше намерение. Собери всех преподавателей к 11 часам. Каждую неделю у ректора собирается весь преподавательский состав, и тут необходимо отметить, уважаемый зритель, что все преподаватели медресе в свое время окончили высшую духовную школу в Турции. Каждый из них несет дорогое и желанное для каждого мусульманина звание хаджи. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. На подобных собраниях разбирается вся учебная неделя и планируется учебный процесс на следующие 7 дней. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله.
Многие, наверное, думают, думают, вот где-то, если что-то взорвали, многие думают, что вся мусульманская молодежь, как бы она взрывная. Может быть, они думают, что именно жители Северного Кавказа такие. Нет, нет. Я вот хочу доказать на примере одного медресе, одной духовной школы, показать наших детей, нашу молодежь, наше подрастающее поколение, которое совершает пятикратный намаз, которое посещает общеобразовательную школу и после школы возвращаются в это же духовное заведение, духовное учреждение, получают духовные ценности, получают духовное образование. И после того, как они получают здесь образование и воспитание, как они получают азы нашего ислама, нашей религии, каким они становятся после этого? Пусть люди увидят. А увидят они детей, коих миллионы на земле, как они утром нехотя просыпаются в чистых постелях, как тщательно заправляя свои кровати, совершает омовение перед тем, как встать на утренний намаз, дабы поблагодарить Всевышнего Творца за возможность учиться здесь. Ибо не все, увы, далеко не все дети учатся в таких прекрасных школах-интернатах бесплатно, со столь продуманными до мелочей условиями, чтобы мысли ребенка целиком и полностью были направлены на учебу. И заслуга самих ребят, что в чистой столовой их сверстники накрыли столы для утреннего завтрака, после чего дети дружно идут в общеобразовательную школу. Все дети уходят и возвращаются, как из своего дома, к себе домой. Приветливые опытные повара тут же начинают готовить обед к возвращению своих питомцев. Они возвращаются так же радостно и весело, как и уходили. И, конечно же, первым делом – намаз. Надо поблагодарить Всевышнего Творца за возможность учиться и познавать Его. После намаза их ждет вкусный обед, после чего они все вместе благодарят Всевышнего за пищу и уют медресе. И дружно все расходятся по своим классам, продолжить повышение уже религиозного образования. И надо заметить, что они занимаются с неподдельным желанием, с огромным усердием. И прервать этот занимательный процесс может только намаз. А силовые игры на природе – любимое занятие в свободное время. Во что превращает религия человека? Религия человека очищает. Религия – это религия Аллаха. Эту религию, когда сотворил наш Творец, когда нас сотворил, Он нам дал эту религию. Он нам дал эти законы, по которым мы должны жить. Религия превращает человека в чистоплотного. Религия превращает человека, который умеет прощать другого. Ибо пророк, алейхиссалату вассалам, говорил: «Ман ла ярхам ла юрхам».
не умеющего прощать, не простит Всевышний Аллаху Та'ала. Мы должны уметь прощать друг друга, чтобы нас простил Всевышний Аллаху Та'ала. Мы должны уметь ценить друг друга, ценить жизнь друг друга. Вот к чему мы должны призывать. Мы должны призывать всю нашу молодежь к истинному пути. Не случайно, не напрасно. Давайте же внимательнее посмотрим за детьми, которые вернулись к себе домой, так они называют медресе. Очень важно здесь отметить, что родным домом медресе стал для многих представителей как России, так и за рубежа. Все они братья друг другу, опора и, конечно же, поддержка как в учебе, так и в быту. И объединила их религия, доказывая свою возможность объединять и сплачивать сильнее и крепче, чем любые материальные блага этого мира. В одном ряду на молитву становятся и преподаватель, и ученик, подтверждая основной постулат ислама о равенстве всех перед Всевышним Аллахом. Примечательно, что имам, тот, за которым делают намаз, каждый раз выбирается из числа учеников, во время намаза превращаясь в предводителя уммы, то есть мусульманской общины. Конечно же, учебный процесс главный и основной, ради чего и создан медресе. В этих классах начинается знакомство с величественным Кораном, наставлениями Всевышнего Аллаха, направленные в помощь нам через своего пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует в обоих мирах. للشعب ودادا ليكن حبك للأرض بداد. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قلم أنت فكم عبرت عن. В этих классах постигается истина шариата, мусульманского закона, основанного на божественных писаниях. Посмотрите, с каким сосредоточием внимания изучается детьми священный Коран. Действительно, знающие свое дело и священный Коран преподаватели передают свой опыт и знания детям как благостную милостыню. في خليج ومحيط عرفوا زايد ذاك الشهم من للبذل ساد قدر ما كان من مجد ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن. إن جدي وجدتي سر سعدي وفرحتي كل أمر مؤرق فيه تبدو مضرتي. إن جدي وجدتي سر سعدي وفرحتي كل أمر مؤرق فيه تبدو مضرتي. يزعج الكل منهما فيجيبان صرختي ويسيلان أدمعا قد جرت مثل دمعتي ويسيلان أدمعا قد جرت مثل دمعتي. وإذا كنت مخطئا ورأت أمي زلتي أسرعت نحو والدي أخبرته بهفوتي. وإذا كنت مخطئا ورأت
أمي زلتي أسرعت نحو والدي. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل ماذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم.
غريقا كنت عابدا في قيود الذنب. Весь учебный процесс тщательно разбирается у завуча в кабинете за круглым столом всеми преподавателями. Здесь не только обсуждается общее направление учебы, но и возможности, способности и наклонности каждого воспитанника медресе. Причем поведенческим характеристикам каждого ученика уделяется не меньшее внимание, чем способностям воспитанникам в учебе. كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد Ma'eli ma verir la ilahe illallah Hacicine ve tavdiye la ilahe illallah Mahbet beşiller la ilahe illallah Tumakki eleşka la ilahe illallah Mahbet beşiller. Родители воспитанников медресе периодически, посещая медресе, еще и еще раз убеждаются в том, что они не ошиблись в выборе учебного заведения. С мыслями делится раис-имам Чеченской Республики Умар Хаджи. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Знаете, ислам – религия, где можно найти успокоение души и тела. Ислам – это религия, где человек отдыхает, где человек понимает ценность другого человека, ценность своего жизни, как он должен жить, как он должен почитать своих родителей, как он должен обращаться со старшими, как он должен дальше жить, какая у него должна быть семья, как он должен себя вести среди общества людей и всегда давать отчет о своих поступках, которые каждый Божий день человек делает, поступает. Пророк сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ла ядхулул джаннат, не войдет в рай, аль-акбу ли валидейн». Те, кто не будет послушен своим родителям, повышали голос, диктовали что-то свое, говорили с ним голосом более грубее или сильнее, чем говорят родители. Но в то же время пророк продолжил этот хадис, добавил, «Ваддаюсу», даже арабы, те сподвижники его, спрашивали у него, а что это такое «Ваддаюсу»? Это те родители, которым безразличны, чем занимаются их дети. Каждый ответит, и когда же будет спрос у родителей и у детей самих. До 15 лет каждый родитель обязан научить его только хорошему. А после 15 лет, после совершеннолетия, именно этот человек, с него самого будет спрос. Потому что Всевышний дает ему ум и понятие, что есть хорошо, что есть плохо. И после этого за каждое проделанное им самим будет с него спрос. Поэтому до прихода этого пророк сказал, Всевышний Аллах примет ваш тобат, то есть ваше прощение, до тех пор, пока не будет, как арабы выражают, гаргир, то есть последний храм, предсмертный храм. До этих пор Всевышний Аллах принимает наш тобат, наше прощение. Пока не пришел последний час, каждый человек должен к этому готовиться. И не жить, как ему удобно, или как ему хочется. Богатый он, бедный, никакой разницы нет. Каждый, живущий на этой земле, будет воскрешен на том свете. Я хочу сказать об этом, почему я именно отдал сюда своего сына, об этом медресе. Значит, я во многих местах был, где обучают детей исламу. То, что я увидел здесь, я не видел нигде. В этом медресе я нашел то, что я хотел найти, то, что я искал везде. Тут все условия для детей, и чтобы не было никаких сомнений у меня, я поговорил с ректором Мухаммад Хаджи. Тут преподают то, что традиционный ислам, и тут все условия созданы в этом медресе. И ни секунды у меня не было сомнений, что тут будут учить моего сына, значит, и всех остальных какого-то такому, что потом придется кому-то сожалеть.
Никаких сект, никаких понятий там о ваххабизме и так далее, ничего здесь не было. Я даже смотрел китабы, которые здесь предметы, спрашивал, узнавал, так как я сам являюсь имамом одной мечети. И после того, значит, я отдал сюда своих детей. И в заключение хочу пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, терпения. Прежде всего, ректору этого медресе Мухаммад Хаджи и всем учителям, которые учат наших детей именно традиционному исламу. А для всех остальных братьев, которые исповедуют другие веры, прошу понимать их, потому что в медресе учат только добру. Ислам – это религия мира и созидания. И дай Всевышний Аллах, чтобы мы жили в дружбе, согласии и взаимопонимании. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Как и в учебном заведении, каждый этап учебного процесса венчается экзаменом, где детям необходимо экзаменоваться не только в предметах учебной программы, но и демонстрировать веру, что сделать порой гораздо труднее, чем сдать все предметы. Ибо все, что делается в самом медресе, все, что изучается в рамках учебного плана, имеет своей конечной целью укрепление веры, духовное очищение ребенка. Yani ama geçerken atlıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kur'an evet. Evet. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الصائم يبوك ومريم من بني ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من قال لا Когда возникает только персонажки. Что такое? Мактабиан. Если одна из этих букв ставит все эти. Мухалафат лил-хавадис, отличие от созданных каям бинавсик самодостаточность. Его оборонительным сном является фарзы, ваджибы сунны, мустахабы, мандубы, нафили. اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. Иногда экзамены длятся до 10 часов вечера и прерываются лишь на совершение намаза и ужин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
Расул. Kur'an geçen sefer tecrübe Kur'an. من مثله ما يركبون وإن نشأ نقرئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء Каждый преподаватель в экзаменационном процессе сам выставляет оценку экзаменующемуся, непосредственно участвуя в формировании общей оценки, увеличивая ее объективность. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Две буквы встретились, которые... Ну, там символ. Соля, там этот, мад табира. Ко, мад табира. Му, тоже мад табира. Куса, мад табира. Ля, мад табира. Юра, это хукм ра. Юра, мад мунфасил. Аллах Та'ала нам говорит: «Уд'у иля сабили роббика биль хикмати валь мауизатиль хасана». Призывайте к пути Господней с мудростью и красноречием. Ислам, он красноречив. Ислам — это красота. Ислам — это щедрость. Ислам — это умение прощать друг друга. Ислам — это любовь к друг другу. Ислам — это уважение к друг другу. Ислам ценит каждого. Наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорил: «Ман ла ярхам сагирана ва яриф хакка кабирана, фалейса минна, садака Расулуллах». Кто не дает уважения к старшим, к старикам, и кто не полюбит младших, тот не из нас, тот не из верующих. Мы должны уважать стариков, наших отцов, матерей, наших дедушек, бабушек, и любить нашу молодежь. И любить нашу молодежь, ценить нашу молодежь. Ведь она будущее нашей страны. Я всегда задумываюсь, почему идут на такие поступки? Почему идет наркомания? Почему идет пьянство? Почему молодые ребята идут на явную смерть? С чем это связано? И нахожу один ответ. Старшее поколение не заботится о младшем поколении, о нашей молодежи. Мы должны показать дорогу подрастающему поколению, по которой они должны идти. Вот поэтому и должны быть везде вот такого рода духовные школы, вот такого рода медресе, где ребята могут ходить, учиться, приобретать образование, становиться грамотными в религиозном плане. И тогда у нас будет, когда у нас будет вера, тогда у нас будет порядок. И, конечно же, каждый родитель, чей ребенок обучается в медресе, постоянно справляется об успехах в учебе, о поведении в быту, сравнивая свои наблюдения с отзывами о своем ребенке воспитателя.
А иногда все родители собираются в медресе вместе с воспитанниками и воспитателями, организуя родительское собрание. Вместе радуясь успехам своих детей, обсуждая различные интересные предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса. Let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabb al-Alameen, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi. Let the Ummah rise again. Let us see daylight again, once again. Let's become whole again, proud again, 'cause I swear with firm belief in our hearts we can bring back the glory of our past. My Ummah, he will say, Rasulullah, even though we've strayed from him and his way. Look at where we were, look at where we are, tell me, is this how he'd want? На этом форуме отмечаются лучшие из лучших как из числа учеников, так и из числа преподавателей. Ya Allah, Ya Rabb al-Alameen, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi. Let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabb al-Alameen, Ya Rahman, Ya Rahim. Очень благодарен вам за то, что вы моего сына перевоспитали. Когда он в другой школе учился, современной, я на собрание ходить боялся. Я с дверей выходил, Саша вот такой, Саша поведение вот такой, Саша вот такой. Но сегодня, у меня душа поет. Некоторые родители приготовили нашиды, божественные песнопения ислама. Коран так говорит, вы не бойтесь, малыши, он всегда вас защитит. Вы не бойтесь, малыши, он всегда вас защитит. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Kardeşler babaların, babanın da hürmeti çok. O da baktı beni korudu, kazandı beni giydirdi. Sevin kardeşler babaları, anam benim, babam benim. Sizleri ben çok severim, anam benim, babam
لباس سبيلي Потом традиционная проповедь ректора медресе, и завершилось собрание праздничным ужином в очень светлой столовой медресе, где родители сами попробовали все блюда, которыми кормят их детей, и было видно по их лицам, что они очень довольны существующим порядком медресе и тем, как их детей кормят и обучают. وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن. В каждом посещении мы видим, что хорошая еда, питание хорошее, отношения учителей тоже нас довольны мы очень, благодарны. Спасибо за вкусный обед, за гостеприимство. Это в исламе ценится очень. И мы благодарны, что наши дети находятся в хорошем месте. Вот я с первых дней учебы здесь, в этом медресе, все время проведываю, сюда приезжаю. Я очень рад, что у нас в Карачаево-Черкесии появилось такое учреждение, где входят в положение людей, помогают детям, на правильный путь ставят. Дай Бог им всем, кто это организовал, здоровья, счастья и семейного благополучия. И воистину, дети, живущие и впитывающие в себе дух этого и подобных ему учебных заведений, не могут превратиться ни в кого, кроме людей духовно просветленных, обретших ясность ума, твердость духа и чистоту веры, осознающих смысл собственной жизни и жизни всех окружающих. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Мы очень надеемся и просим у Всевышнего Творца, чтобы каждому досталось место в этом или в таких ковчегах духовности и веры, и обязательно каждый в конце своего пути возблагодарил бы своего Всевышнего за то, что исполнились его сокровенные мечты. Да будет так, во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. صلى الله
الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله